Добрый день! Сегодня мы с вами будем знакомиться с порядковыми числительными. И тогда мы сможем сказать, в каком доме мы живем, в какой квартире, на какой улице. Будем изучать. Давайте для начала повторим количественные числительные. Простые. 0, 0, 1, бр, 2, ек, 3, üç, 4, 4, 5, без, 6, 6, 7, жеті, 8, сегіз, 9, тоғыз, 10, 10, 20, жиырма, 30, отыз, 40, қырық, 50, елу, 60, алпыс, 70, жетпіс, 80, сексен, 90, тоқсан, 100, жүз, 1000, мың, миллион и миллиард не переводится. Теперь давайте повторим составные числительные. Это числительные, состоящие из нескольких простых числительных. Формула образования следующая. Миллиарды, миллионы, тысячи, сотни, десятки и единицы. Порядок образования составных числительных такой же, как в русском языке. Давайте разбирать на примере. Число 25. Сначала мы переводим десятки, это 20 жирма, а потом единицы, 5 без. То есть 25 это жирма без. Мы это все с вами проходили, сейчас просто повторяем. Поэтому попробуйте перевести число 136. Бер жүз отыз алты. Хорошо. 2021. Екі мың жиырма бір. Сегодня мы с вами будем учить порядковые числительные. То есть мы сможем сказать, какой год. 2021. Вот здесь мы перевели екі мың жиырма бір. Это 2021. Давайте мы еще попробуем на примерах разобрать. Закрепим, вспомним. 1945. Бір мың тоғыз жүз қырық бес. 1812. Бір мың сегіз жүз он екі. И последнее число 87. Правильно, сексен, жеті. Итак, что такое порядковые числительные? Это числительные, которые отвечают на вопрос, который, вот как я вам уже говорила, есть число 2021, а есть числительное порядковое, который, вот сейчас который год идет? 2021. Мы даже чувствуем, окончание меняется. Как образовывается? Мы берем количественное числительное и к нему добавляем либо нши, нши, либо нши, нше. Еще раз по-другому формулу запишем. Если количественное числительное заканчивается на согласную букву, то мы в зависимости от твердости и мягкости добавляем сначала гласные либо «ы», либо «э». И потом уже добавляем следующий суффикс «нши», «нше», суффикс порядкового числительного. Если же порядковое количественное числительное заканчивается на гласную, например, «ек», да, гласная на «ы» заканчивается, то мы не добавляем суффиксы «ы», «э», а мы сразу добавляем суффиксы «нши», «нше»
Ну, если это ек и мягкое, то, конечно, будет нше. И тоже в зависимости от мягкости мы будем использовать эти суффиксы. Давайте разбирать на примерах. Б1 заканчивается на согласную Р. Значит, мы должны добавить либо У, либо Э. Поскольку у нас Б это мягкая гласная, то будет добавляться Э. Беренше. Первый. ЕК заканчивается на гласную и на мягкую гласную. Значит, мы добавляем нше. Екенше. Здесь работает закон сингармонизма. Заканчивается на согласную, добавляем сначала гласную. Если заканчивается на гласную, то сразу идет с согласной. Үш, 3. Заканчивается на согласную. Значит, добавляем сначала гласную. Ушенше. Третий. Тёрт. 4. Тёртенше. Четвертый. Без. 5. Бесенше. Пятый. Здесь мы видим в каждом из количественных числительных идет мягкие гласные. Бер, еке, үш, тёрт, без. Все мягкие. Значит, у нас везде будет либо энше, либо нше. И опять, если числительные бер, үш, тёрт, без заканчиваются на согласную, то мы сначала добавляем гласную а потом нше. В случае как ек2 у нас заканчивается сразу на гласную, то мы добавляем суффикс, начинающийся с согласной. Нше. Екенше. Второй. Разбираем дальше. Алты. 6. Здесь заканчивается на твердую гласную. Значит, мы добавляем нши с твердой. Алтынши. 6. ЖТ заканчивается на мягкую гласную. Поэтому будет жетенше. 7. Сегес. 8. Сегезенше. 8. Тогыс. 9. Тогызенши. 9. Он. 10. Онынши. 10. Здесь у нас слова такие, как алты, тогыс, он, идут с твердыми гласными. Поэтому и суффиксы будут либо нши, как в слове алтынши, 6, либо нши, как с числительными тогыс, 9 и он, 10. Тогызенши, 9, онынши, 10. Отыз 30, отызынши 30. Кырык 40, кырыкынши 40. Алпыс 60, алпысынши 60. Жетпес 70, жетпесенше 70. Токсан 90, токсанынши 90. Жүз 100, жүзенше 100. Мын 1000, мынынши 1000. 0, 0, нуленше 0. Миллион, миллионынши 1 000. Миллиард, миллиардынши 1 000 000. Вы обратили внимание, что не было двух числительных 20 и 50. Это числительные исключения. Давайте разбираться. Смотрите. Жирма 20.
Вроде бы заканчивается на гласную, должно быть просто жир, манши, но не звучит. Поэтому добавили сначала суффикс «ты». И получается жирма сынши 20. Нужно будет запомнить. Жирма сынши. Елю 50. Вроде бы заканчивается на У гласную, но мы помним, что в казахском языке буква У может быть и гласной, и согласной. И в данном случае, видимо, в слове 50 буква У звучит как согласная, поэтому идет елю 50, елю энше 50. Вот эти два порядковых числительных надо будет запомнить. Жирма сынши 20 и елю энше 50. Теперь рассмотрим подсказку 29. Если числительное составное, то суффикс порядкового числительного добавляется только к последнему слову. Так же, как в русском языке. Мы говорим 1900, допустим, 21. Но если мы хотим сказать порядковый, то будет 1921. У нас окончание идет к слову первый. Либо один, либо первый. Так и в казахском языке. Например, бер жүз жиырма екінші. Бер жүз, то есть 100, жиырма 20, 120. Если бы у нас осталось бер жүз жиырма екі, было бы 122. Но мы добавили к последнему слову суффиксы порядкового числительного, и у нас получается бер жүз жиырма екінші, то есть 122. И давайте попробуем сразу предложение. Я живу в 122 доме. Напоминаю, живу будет туру. Мы на прошлом занятии с вами учили новое это слово. Попробуйте перевести. Мен бер жүз жиырма екінші үйде турамын. Когда предложение готовое, переведенное, то, по-моему, даже не возникает никаких вопросов. Дальше. Елю бисенше. Как вы думаете? Попробуйте перевести, как это будет звучать на русском языке. Правильно. 55. А если бы мы сказали елю без, это было бы 55. Я читаю 55-ю книгу. То есть я сейчас читаю, я завтра читаю. То есть в принципе я читаю. Это переходное время. Как у вас получается? Мен елю бисенше кітапты окимын. Очень хорошо. Идем дальше. Жиырма сыншы. Это числительное исключение. И будет переводиться как, правильно, жиырма сыншы 20. И переводим предложение. Бақта он тоғы сагаш бар. Мен жиырма сыншы көреп отырмын. В саду есть 19 деревьев, я вижу 20. Хорошо, идем дальше. Елю энше. И снова числительное исключение. И переводим его как 50. Я дам тебе 50-й цветок. Мен саган елу энше гүлді беремін. Бірінші қабат. Правильно. Первый этаж. Ты живешь на первом этаже. Сен бірінші қабатта
турасн. А как переведем сегизенше кабатта? На 8 этаже. И как будет я живу на 8 этаже? Мен сегизенше кабатта турамын. Хорошо. Идем дальше. Это многоквартирный дом. Мынау көп пятерлі уй. Разбираем. Пятер – квартира. Мы знаем это слово. Пятерлі – это квартирный. Мы умеем составлять прилагательные от существительных. Мынау аз пятерлі уй. Как вы переведете? Это малоквартирный дом. То есть, если мы добавили слово кёп, получилось многоквартирный. Если мы добавили аз, получилось малоквартирный дом. Это многоэтажный дом. По аналогии, как вы переведете? Мынау кёп кабатты уй. И то же самое мы знаем слово кабат – этаж. И мы умеем составлять прилагательное кабатты – этажный. Мынау без кабатты уй. Это пятиэтажный дом. Теперь давайте составим предложение. Я живу в частном доме. Мен дербес уйде турамын. Менің жеке жайымда 12 бөлме бар. В моем особняке 12 комнат. Жеке жай – особняк. Жеке жайым – мой особняк. А местный падеж где? Там нет никаких исключений. То есть получается жеке жайым да. Ну и дальше все как обычно. Следующее. Я живу на 5-й улице, в 20-м доме, 50-й квартире. Практически вы говорите свой адрес. Попробуйте перевести. Мен бесенші көшеде, жиырмасыншы уйде, елуінші пәтерде турамын. Я думаю, вы назвали числительные исключения 20 и 50 правильно. То есть жиырмасыншы и елуінші. В принципе, несложно. Пәтерінде без бөлме және бір ас үй бар. В твоей квартире есть 5 комнат и 1 кухня. Таким образом, ас үй – это кухня, ас еда, үй – дом, то есть дом для еды. Кухня. Асхана у нас столовая, а ас үй – это кухня в жилом помещении. И я съел 5 груш. 6-ю грушу отдал тебе. Мен без алмурты жедем, саган алтыншы алмурты бердем. Алмурт – груша, без алмурт. Помним, если у нас стоит числительное перед существительным, то мы не ставим окончание множественного числа. Мы это хорошо помним. Значит, мен без алмурты жедем. Саган алтыншы алмурты бердем. Здесь без вопросов. Она 6-я, она одна, одинокая. Просто у нее порядковый номер 6. Здесь тоже не нужны никакие окончания. Мен 46-шы пәтерде турамын.
Здесь сложное составное числительное, при этом оно порядковое. Я живу в 46-й квартире. 46, 46. Мы добавляем суффикс порядкового числительного к последнему числу, к последнему слову, то есть к единицам, алты. И получается 46, 46. Ты получил первое место. Вспоминаем слово место. Мы когда учили с вами слово стул, орындык, то и место у нас будет одинаково звучало почти орын. Сен беренше орынды алдын. Теперь давайте прочитаем 30-ю подсказку. Окончание винительного падежа можно опустить, если не уточняется, какой предмет. Он может быть любым, либо предмету не придается особое значение. Но нельзя опускать окончание винительного падежа, если идет речь о конкретном предмете. Это мой, твой, это тот. В данном случае мы сейчас переводили, это было первое место. То есть не пятое, не десятое. У него есть конкретизация. Это первое место. Давайте еще поразбираем на примерах. Я порежу хлеб. Какой это будет хлеб? Белый, черный, мой, твой, не знаю. То есть мы можем опустить мен на кисимен. Я просто порежу хлеб. Но если я скажу, я порежу твой хлеб, то это будет мен намынды кисимен. То есть здесь обязательно нужно показать окончание винительного падежа. Или я порежу этот хлеб. Мы не знаем, как переводить слово «этот». Переводится следующее. Мен мнананды кисемен. Вот если мы возьмем слово мнау, это, мы знаем это слово, и уберем букву У последнюю, мы получим мна, этот. То есть мы получим слово, которое будет отвечать на вопрос «какой?». То есть мна переводится как «этот», «это», «это». Мы помним, что в казахском языке нет родов мужской, женский, средний. Поэтому мна мы ставим перед любым родом. Я родился в Караганде, я живу в Алматы. Попробуйте перевести. Мен Карагандыда тудым, мен Алматыда турамын. Караганда на казахском языке переводится как Караганды. Поэтому будет Караганды да в Караганде и Алматы да. Сен ауылда тудын, сен қалада турасың. Правильно. Ты родился в ауле, ты живешь в городе. Хорошо. Переведем такое предложение. Казахстан – моя родина. Все эти слова мы учили с вами на прошлом занятии, поэтому их просто повторяем. Закрепляем изученное. Казахстан – менен отаным. Мнау – менен туган жерем. Это моя родная земля. Очень хорошо. Менен бөлмем таза және жарык. Моя комната чистая и светлая. Ты видел в саду кукушку? Сен бақта көкек көрдің. Я в магазине видела эту голубую кукушку.
Мен дукенде мына, yok kökekte gördüm. И еще раз обращаю внимание. Когда просто видел в саду кукушку, никакой конкретизации, просто птица, просто кукушка, то можно опустить окончание винительного падежа. Получается синбакта kökek gördüm. Просто кукушку. А вот в магазине я видела эту голубую кукушку. То есть мы уже говорим о какой-то конкретной кукушке. Она это и она голубая. Поэтому мы обязательно ставим окончание винительного падежа. Мен дукенде мына kökekte gördüm. Теперь давайте повторим новые слова. Мы сегодня с вами выучили слово ас-уй, кухня, и выучили мна, этот, это. Продолжаем составлять предложение. На кухне 4 окна. Кухню мы помним ас-уй. Ас-уйде торт терезе. Я намерен открыть 3-е окно. Вспоминаем 3-е, это порядковое числительное. А намерен открыть это будущее время намерения. Используем суффиксы мак, мек, баг, бек, пак, пек. Мен ущенше терезине аш пакмпен. Обратите внимание, если у нас окно, уже сейчас сказано, есть конкретика, какое окно, 3-е. Поэтому обязательно добавляем суффиксы винительного падежа. Но я вам предлагаю, чтобы не путаться, использовать суффиксы винительного падежа всегда. Итак, мен ущенше терезине аш пакпен. Дальше. Мына уминен омерем. Это моя жизнь. Сенен жанын жарык және қайырлы. Твоя душа светлая и добрая. А теперь давайте повторим слова. Ауе – воздух. Сая – прохлада. Тау – гора. Жол – дорога. Ай – месяц. Жель – ветер. Ук – защита, защищенное место. Ай – луна. Хюн – солнце. Жер – земля. Kökek – кукушка. Гюл – цветок. Ағаш – дерево. Күйек – время случки скота. Жолдыс – звезда. На этом, друзья, урок закончен. Спасибо за просмотр. Пока!